Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 4 марта исполнилось 11 лет со дня смерти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Почтить память национального лидера, основателю современного абхазского государства пришли ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших воинов, вице-президент Республики Бадра Гунба, исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, спикер парламента Валерий Кварчия, представители общественных организаций. 4 марта 2010 года жителей Абхазии постигла весть о смерти Владислава Ардзинба. Тогда страна словно оцепенела в безмолвии. В каждой семье ощущалась неподдельная скорбь. Во всех организациях и на предприятиях, в школах и вузах стояли живые цветы и портреты первого президента. Сегодня минуло уже 11 лет со дня той трагической даты. В этот день люди со всех концов Абхазии едут в село Эшера, чтобы отдать дань памяти лидеру абхазского народа. Жизнь Владислава Ардзинба неразрывно связана с судьбой страны и всего абхазского народа. Он был человеком науки, но судьба распорядилась иначе. Владислав Григорьевич появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных моментов ее истории. Именно он возглавил национально-освободительное движение и осуществил вековую мечту абхазов о свободе и независимости. Владислав Ардзинба для Абхазии и в целом, для абхазского народа несомненно выдающаяся личность. Ему эту оценку дал сам народ. Я сражался на Восточном фронте, у меня было задание моего командования в период войны. У меня была такая разовая встреча с главнокомандующим. И меня удивило, что я командир очень далекого сражающегося участка фронта, и командующий практически в деталях знает те вопросы, которые у меня там стоят, и о тех проблемах, которые у меня есть. Меня это больше всего удивило. То есть для него не было каких-то незначительных деталей. «Свобода Апсны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Григорьевич. Следуя его зову, люди обретали смелость и шли вперед. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение, решать вопросы обеспечения тысяч беженцев. И, несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Одна из самых ярких страниц моей жизни – это Владислав Григорьевич, знакомство с ним, работа с ним. Это был монолитный человек, как фигура, как политическая фигура, как главнокомандующий. Но он был еще и просто человеком. И ничто человеческое было ему не чуждо. Он был разным, но он всегда был великим. Иногда бывало такое, что под горячую руку лучше не попадаться. Я знал его психологию хорошо, и поэтому в нужный момент я мог просто промолчать, выждать. Но это был монолит, человек масштабно мыслящий, с очень твердым характером. Вот что ему и помогло, в принципе. Память о лидере увековечена в названиях улиц, музеев, школы. А самое главное – в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы – герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Ардзинба. Эсма Голанзе, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение. 4 марта второму президенту Абхазии Сергею Багапше исполнилось бы 72 года. В селе Джгярда у мемориала Сергея Васильевича в этот день всегда многолюдно. Сюда приходят, чтобы отдать дань памяти человеку, внесшему неоценимый вклад в дело восстановления, международного признания и развития абхазского государства. Яркий, мудрый политик, решительный и волевой человек. Он был настоящим патриотом Абхазии. Почтить память Сергея Багапше, возложить цветы к его могиле в село Джгярда
Гярда приехали вице-президент Бадра Гумба, исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, спикер парламента Валерий Кварча, представители российского посольства, общественность. Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни на 63-м году жизни 29 мая 2011 года. 100 лет назад, 4 марта 1921 года, абхазские большевики и части Красной армии вступили в Сухум. После 4-летней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками в Абхазии была установлена советская власть. Наша страна восстановила свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году. В честь столетия советизации Абхазии в Сухуме прошла церемония возложения цветов к памятникам видных советских государственных деятелей Нестора Лакоба и Ефрема Эшба. В ней приняли участие представители Коммунистической партии Абхазии, педагогический коллектив Сухумской горской средней школы номер 10 имени Нестора Лакоба, сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований, пришедшие почтить память государственных деятелей, боровшихся за установление советской власти в Абхазии, подчеркнули важность событий марта 1921 года. 4 марта это является действительно во многом очень знаменательной датой для истории Абхазии, потому что она открывает новый этап и далеко не самый худший этап в истории Абхазии. Тем более, что первые руководители советской Абхазии, которые возглавляли революционное движение, те же Эшба, Лакоба, Кертава и так далее, они ставили вопрос не просто об установлении советской власти в Абхазии, но и в восстановлении абхазской государственности. Боролись за создание Советской Социалистической Республики Абхазии, причем самостоятельной республики, и пришлось им выдержать немалое давление со стороны и Москвы, и Тбилиси, чтобы отстоять право на самостоятельность, а не входить как автономная республика в состав Грузии. И хотя, в дальнейшем, к сожалению, этого избежать не удалось, но 10 лет все же Абхазия просуществовала как Советская Социалистическая Республика. Если взять дальше, развитие Абхазии, установление советской власти принесло много хорошего для Абхазии в целом и для абхазского народа в частности, и для всех народов, проживавших в Абхазии. Был, конечно, и негатив, без этого никакой период не обходится, но позитива было много, и, честно говоря, было бы желательно, чтобы кое-что из наследия Советского Союза было возрождено, и восстановлено и сейчас. Столетие со дня установления советской власти отметили в Гудауте. К памятнику государственного деятеля, революционера Нестора Лакоба возложили цветы руководство Гудаутского района, сотрудники госучреждений, общественность. На митинге, посвященном Дню советизации Абхазии, заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авицба отметил значимость этой даты в истории Абхазии. Преподаватель истории школы села Лахны Надар Хагба подробно рассказал о событиях того периода и о том, что было после них. Благодаря таким революционерам, как Нестор Лакоба, Ефрем Эшба и Николай Кертава, была завоевана свобода, подчеркивали выступающие. 4 марта исполнилось 100 лет со дня образования Сухумского объединенного городского военного комиссариата. В честь знаменательной даты состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Василий Лунев, ветераны войны, сотрудники комиссариата. Становление Сухумского объединенного городского военного комиссариата тесно связано с важной вехой в истории нашей страны – становлением советской власти в Абхазии 4 марта 1921 года. Именно тогда формировались все органы исполнительной власти, в том числе и комиссариаты по военным делам. Первоначально Сухумский комиссариат обслуживал не только город и Сухумский район, но и Гуйрыбшский и располагался в районе Турбазы. Здание, где ныне располагается военкомат, было построено в 1935 году, а главный корпус – в 1953. В течение века комиссариат выполнял задачи по боевой и мобилизационной готовности. Важную роль сыграл комиссариат в годы Великой Отечественной войны. Благодаря слаженной работе была проведена всеобщая мобилизация
в результате которой призвано и отправлено на фронт свыше 55 тысяч сыновей и дочерей Абхазии. Перед распадом Советского Союза в 1991 году военный комиссариат был преобразован в мобилизационный отдел, а уже после Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году вновь формируется Объединенный комиссариат города Сухум и Сухумского района, который всегда старался выполнять поставленные перед ним задачи. Успешно и эффективно осуществлял мобилизационные мероприятия, связанные с ликвидацией банд формирований в Галском районе, гилаевских отрядов и при освобождении Кудорского ущелья. В разные годы Сухумский объединенный городской военный комиссариат возглавляли разные выдающиеся личности. Среди них и Раули Амичба, кавалер ордена Леона, который возглавлял военный комиссариат более 20 лет. Никогда не забуду гилаевские времена. Вы помните это хорошо. Как наши бойцы, Юра хорошо помнит, как бойцы дали тревогу связистов собрать. А у нас был один командир связи. Человек 24 не по повесткам, по телефонным звонкам. Куда вас направить? Только командиру своему, только командиру своему. Я был крайне удивлен, как он так их обеспечил. Мы приглашаем 20 человек, а их количество все больше и больше. Они друг с другом созваниваются, бегут в Сугулаути, бегут в Сухуми и так далее. Вот такая слаженность, такая спаянность была. На торжественном мероприятии, посвященном столетию со дня образования Сухумского объединенного городского военного комиссариата, присутствовал первый заместитель министра, начальник Генерального штаба вооруженных сил Абхазии Василий Лунев, который зачитал поздравительное письмо министра обороны Владимира Гануа. Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и эффективно решаете задачи в интересах обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодежи. Достойно выполняете поставленные перед вами задачи по обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную военную службу. На вас лежит огромная ответственность по подготовке надежных будущих защитников Родины. Я бы хотел пожелать всем сотрудникам военного комиссариата в этот памятный день от имени руководства Министерства обороны Республики Абхазия выразить уверенность в том, что задачи по призыву граждан на военную службу в текущем году и в последующем будут выполняться с таким же качеством и высокой ответственностью. Доброго вам здоровья, мира, благополучия, успехов и стабильности в вашем нелегком, но благородном труде. Министр обороны генерал-полковник Гануа. На сегодняшний день Сухумский объединенный городской военный комиссариат продолжает добросовестно выполнять свои обязанности. 2 раза в год проходит призыв на военную службу молодого пополнения в ряды вооруженных сил. Также проводятся командно-штабные мобилизационные учения. На сегодняшний день у нас проходит прописная медицинская комиссия военная. 14-летних детей мы ставим на воинский учет. После этого уже в 17 лет они проходят 2-й раз комиссию и в 18 лет призываются уже на действительную срочную службу. Если не подлежат отсрочке от призыва, это либо по учебе, либо по семейным обстоятельствам, либо по состоянию здоровья. Ведем активную работу с правоохранительными органами, с прокуратурой и идет работа по решению этих проблем. По поводу уклонистов от призыва на действительную военную службу. В связи со столетним юбилеем со дня образования Сухумского объединенного городского военного комиссариата за поддержание мира в Абхазии были награждены медалями и грамотами сотрудники военного комиссариата, а также некоторым из них присвоено очередное воинское звание. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию проведено у 175 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек. 3 марта в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1968 года рождения. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Также у нее была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. В Сухумской инфекционной больнице 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачамчирской ЦРБ 5, в Ткуарчальской ЦРБ 3, в Гагрской ЦРБ
10 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12 931 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12 390 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Чрезвычайный полномочный посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с генеральным секретарем совместной Ирано-Сирийской торговой палаты Асгаром Мирзай. Стороны обменялись мнениями в области развития торгово-экономических связей между двумя странами. Баграт Хутаба получил приглашение посетить Исламскую Республику Иран. По итогам встречи иранская сторона выразила желание провести выставку иранской продукции в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантных должностей. Гудаутского районного суда – 1 единица, Гагарского районного суда – 1 единица. Прием заявления осуществляется в помещении Министерства юстиции с 4 по 17 марта включительно. Телефон для справок 229 44 90. В Сухумском городском суде началось слушание по делу о мошенничестве против Ольги Брюхановой, которая обвиняется в хищении и приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверия группы лиц по предварительному сговору. Жалоба в Сухумский городской суд поступила от потерпевшей Юлии Тетериной. Как рассказал прокурор Сатбей Хагба, в мае 2009 года семья Тетериных переехала из Архангельска на постоянное проживание в Сухум. В столице ими было приобретено домовладение стоимостью 1 700 000 рублей. Так как по закону иностранные граждане не могут приобретать в нашей стране недвижимость, сначала дом был оформлен на гражданина Абхазии Даута Квицыня, а затем на местную жительницу Ольгу Брюханову. По словам Сатбия Хагба, Ольга Брюханова за денежное вознаграждение вступила в сговор с супругом Юлией Тетериной, после чего он уехал в Россию и подал заявление о разводе. Далее Брюханова в сговоре с Тетериным обратилась в Сухумский городской суд с исковым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Тетерин подтвердил заявленные требования Брюхановой в судебных процессах, что привело к их удовлетворению. Таким образом, по мнению гособвинения, Ольгой Брюхановой совершено мошенничество в особо крупном размере. Подсудимая своей вины не признает. Решением судьи Сухумского городского суда Инара Кварчия судебное разбирательство перенесено. Дата слушаний не определена. В Сухуми в зале заседания Кабинета министров Абхазии состоялась презентация продукции предприятия «Центр инноваций и развития сельского хозяйства». Было представлено около 40 наименований лекарственных препаратов, применяемых в борьбе с различными заболеваниями растений. Совместное абхазо-российское предприятие «Центр инноваций и развития сельского хозяйства» было учреждено 5 февраля. Возглавил организацию экс-министр сельского хозяйства Миран Какалия. Генеральным спонсором и инвестором предприятия является краснодарская фирма «Альпика Агро», которая работает в Абхазии на протяжении 2 лет. Фирма обладает научной базой и собственной лабораторией по выявлению патогенов, вызывающих заболевания сельхозкультур. Подобную научную работу планируется проводить и в Абхазии. Специалисты будут изучать и анализировать климатические условия и почву, что поможет фермерам в производстве традиционных сельхозкультур, винограда, орехов, фундука и цитрусовых. Мы хотим показать нашему крестьянскому сообществу новые подходы хозяйственной деятельности. Один из примеров, например, виноград в Пицунде, там другое лечение, обработка и так далее, лечение там другая методология, потому что другие там климатические условия, температурные массы и так далее, а в селе Кутов там уже другие методы. Почвы богаты фосфором, богаты калием в основном, богаты микроэлементами, но за счет кислой реакции именно почвы растение не потребляет эти элементы в нужном количестве. Отсюда идет в общем ослабление иммунитета и развитие тех болезней, которые мы видим. Очень много штаммов, которые мы не встречали в России на подобных культурах. И, наверное, это большая опасность для
получения урожая и качества, нежели, например, вредители. С вредителем бороться можно биологическим методом в том числе. А вот с болезнями, если неправильно подбирать цикл химических обработок, цикл вообще просто фунгицидных обработок, болезни будут очень сильно прогрессировать. И те защитные мероприятия, которые мы стараемся делать, имеют очень низкую эффективность. Госкорпорация «Росатом» открыла во второй средней школе Сухума класс с физико-математическим уклоном. «Атом-класс» был открыт в торжественной обстановке. В мероприятии принял участие министр просвещения и языковой политики Абхазии Налгабле. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. В церемонии открытия атом-класса с физико-математическим уклоном во второй Сухумской школе принял участие первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумберт Кебучава. Символическую красную ленту попросили перерезать министра просвещения Абхазии Налгабле и первого заместителя гендиректора концерна «Росэнергоатом» Джумберт Кебучава. А первыми в класс зашли, конечно же, школьники, ради которых и открыл «Росатом-класс», оснащенный современным оборудованием. Директор второй средней школы Ирина Повескель выразила благодарность за то, что школа стала участницей сети атом-классов проекта «Школа Росатома». Благодаря этому у нас появился, как вы видите, вот такой современный класс с современными информационными технологиями. И мне особенно радостно, как учителю физики, что мы получили прекрасное оборудование, с помощью которого дети могут проводить лабораторные исследования, создавать проекты. И, может быть, кто-то из них в дальнейшем станет ученым, а может, кто-то и заменит нас в качестве учителей в нашей или в какой-либо еще школе. От лица всей нашей большой школьной семьи, нашей школы с полуторавековой историей, мы хотим поблагодарить госкорпорацию «Росатом» в лице генерального директора Лихачева Алексея Евгеньевича и первого заместителя генерального директора по корпоративным функциям корпорации концерна «Росэнергоатом» Джумбера Леонтовича Ткебучава. Ирина Повескель заметила, что день открытия класса совпал с памятной датой, касающейся двух президентов Абхазии. Их мечты сбылись, и наши дети учатся в свободной независимой стране. И сейчас в этом новом современном классе они получают с помощью наших российских друзей, которые никогда нас не оставляют, получают доступ к современным, новейшим технологиям образования. Первый заместитель гендиректора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумберт Кебучава рассказал, что государственная корпорация «Росатом» уделяет много внимания воспитанию молодежи, а проект «Школа Росатома» начался в 2011 году по инициативе руководства корпорации. Мне доставляет огромное удовольствие сказать о том, что в тот период компанию «Росатом» возглавлял наш земляк, сухумчанин Сергей Владимирович Кириенко. Кстати, его родители закончили вторую Сухумскую среднюю школу. 56 атом-классов находится как бы на балансе вот этого проекта. Из них 3 в Абхазии. Это вот ту, которую сегодня мы с вами здесь, тот класс, который сегодня с вами открываем, и 2 в городе Пицунде. Ткебучава отметил, что государственная корпорация «Росатом» – огромная ведущая технологическая компания. Не только в масштабе российском, но и мировом. Ее география почти вся Россия, а число работников достигает до 300 тысяч человек. С сегодняшнего дня школа «Росатома» начнет работать с вашим классом, с вашей школой. Преподаватели получат возможность повышать свою квалификацию по новейшим технологиям. Дети будут иметь такую возможность участвовать во всех олимпиадах, конкурсах, которые будут проводиться школой «Росатома». И, естественно, победители, оно так сейчас есть, победители будут иметь возможность поступить на каких-то льготных условиях в наши опорные вузы. С комсомола, и мы дружили с Сергеем Васильевичем. И мне очень приятно, что вы сегодня об этом упомянули. Ну, первый президент, он всегда является первым, и, к сожалению, 4 марта президента нашего не стало. Удачи вам, успехов, благополучия
Поверьте, это первый, но не последний шаг Росэнергоатома, Росатома, моей родной республики Абхазия. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил высокий уровень сотрудничества, который сложился в сфере российско-абхазского гуманитарного взаимодействия. Я полагаю, что здесь вот сейчас сидят будущие и администраторы, будущие ученые, будущие инженеры, будущие квалифицированные рабочие, будущие квалифицированные какие-то представители других профессий, программисты в частности, которые потом составят элиту и Абхазии, и сделают карьеру успешную в Росатоме, и найдут возможность для самореализации благодаря той поддержке, которую оказывает на данный момент корпорация «Росатом». Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габля поблагодарил за поддержку и внимание, которое оказывается второй школе. Мы это очень высоко ценим и надеемся, что наше подрастающее поколение это тоже будет ценить и помнить, да, что у вас есть такие возможности. Не во всех школах Абхазии есть такие замечательные классы, которые оборудованы по последнему слову техники. Поэтому я надеюсь, вы используете каждую возможность, каждый урок вы будете учить на 5 и даже больше. Поэтому успехов вам, дорогие друзья, дорогие ученики, учителя, в добрый путь с новым классом. Заместитель главы администрации Сухума Астамура Шуба зачитал благодарственный адрес от главы города Беслана Эшпа и от лица администрации поблагодарил всех, кто был причастен к открытию профильного класса в школе. Из-за ряда обстоятельств не смог сегодня быть. Он лично контролировал ход работ, организацию деятельности. Ученики, которые будут получать знания в этом классе, будут приносить пользу корпорации Росэнергоатом в сфере атомной энергетики, ядерной медицины, композитных материалов и во всех остальных вопросах, которыми занимается корпорация Росэнергоатом. И все мы уверены, что принесут пользу вашей корпорации, нашей стране, нашему городу. Элана Какаля, Амрамич, Подавидавец, пресс-служба администрации города Сухум. Национальный банк Абхазии выпустит к 30-летию банка почтовую марку. Макет блока разработан при взаимодействии Банка Абхазии, РУП Почта Абхазии и издательства «Марка Приднестровья». На марке будут изображены современное историческое здание банка. Печать сувенирного блока осуществлена в Приднестровье тиражом 800 штук. В ближайшее время марка будет введена в почтовое обращение Абхазии. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 5 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +6, +11. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.